Всем привет! Сегодня у нас подкаст с основательницей нашего центра. Дарина, привет! Всем привет! Дарина, расскажи немного о себе. Меня зовут Дарина. Я основательница репетиторского центра Берлик Мектеп. Также я действующий репетитор по химии и биологии и студентка 2 вузов: Астраханского государственного медицинского университета учусь на стоматолога и Астраханского государственного университета учусь на медико-биолога. Дарина, я знаю, что ты нагайка. Расскажи, пожалуйста, о своей культуре. Как ты к ней относишься? Я родилась в Ногайском ауле, Сидовка, Красноярского района, Астраханской области. До 2,5 лет мы жили там. Потом переехали в микрорайон Бабаевского, но нас, опять же, поселили, всех ногайцев, можно так сказать, собрали вот в одном месте. Мы все живем в одном дворе, то есть я всегда слышала ногайскую речь, все соседи ногайцы, то есть мы, как можно сказать, село переселили просто в город. Такое же, как будто бы село и осталось. Вот, я очень люблю наш народ, наш язык, нашу культуру, очень так трепетно к ней отношусь, и поэтому мне пришла идея ввести родной ногайский язык у нас в центре. Что за центр? Расскажи поподробнее. Это мой новый проект. Я решила открыть свой репетиторский центр, где будут готовить старших школьников к ОГЭ, ЕГЭ, к поступлению в медицинские колледжи и вузы. Также у нас есть подготовка к школе, то есть мы готовим малышей, также различные языки. Еще у нас есть курсы по анатомии для студентов медицинских вузов и колледжей, которые им пригодится во время учебы, чтобы сдать экзамены отлично. То есть твоя школа направлена как на детей, так и на студентов? Да, конечно, и на детей, и на школьников, и на студентов. Также мы обучаем и взрослых людей, да, то есть они могут к нам прийти на различные языки. То есть у нас тоже будут группы для взрослых. А что означает название твоего центра? Наше название вообще в переводе не только с ногайского, но и со всех тюркских языков означает «школа единства». Мне вообще предложила эту идею моя тетя, когда мы с ней обсуждали название, потому что мне приходили в голову какие-то абсолютно банальные названия, и один мой хороший знакомый предложил мне добавить что-то национального, потому что он сказал о том, что многие люди, представители других наций, они свою вот эту вот идентичность отражают именно вот в названии, и потом в дальнейшем в своих проектах, можно сказать. Вот. И мы сразу начали думать о ногайском названии. Я написала своей тете, она у меня тоже такая генератор идей. И она мне предложила назвать... Я говорю, мне в голову пришло только слово «школа», то есть «мектеп». Да? И она как раз говорит, а может быть назвать «Берлик», «мектеп», «Школа единства». Я подумала о том, что это очень хорошая идея, потому что у нас все преподаватели нашего центра абсолютно разных национальностей. И вот нас всех объединяет как раз-таки вот это вот единство. То же самое с предметами. То есть каждый из нас ведет свой предмет, но опять же объединяет вот всех вот это вот единство. Плюс у нас наш город очень многонациональный, да, то есть очень-очень много разных национальностей, и туда будут приходить ученики, тоже, опять же, все разные культуры, все абсолютно разные, но я хочу, вот, чтобы вот всех объединяло как раз-таки вот это вот единство. Очень интересная история. Было ли страшно тебе запускать свой собственный проект? Он у тебя первый. И были ли какие-то проблемы, с которыми ты столкнулась? Мне было очень страшно. Вообще расскажу, как пришла в голову эта идея. У меня, по-моему, прошел очередной мой рабочий день. Мы сидели вместе с мамой, и я ей сказала о том, что я хочу что-то еще. Как будто, я уже реализовалась сама как репетитор, как педагог, и я хочу чего-то большего.
но опять же думала, что можно такое еще придумать. И она мне сказала такую вещь: зачем что-то придумывать новое, когда можно просто это масштабировать. Вот. И она говорит: посмотри помещение, давай посмотрим помещение и, может быть, откроем свой репетиторский центр. В этот же день я нашла помещение в центре города, просто с шикарным новым ремонтом, просто на очень классных условиях. Тут же мы позвонили, на следующий день встретились, потом я заключила сразу же договор. Ну и в целом поехала сразу в рекламное агентство. Мы уже думали насчет вывески, насчет таких вот, ну там, опять же, ресепшн. В общем, у меня в голове сразу вот задача была решить вопрос с оборудованием. Ну, в общем, как-то вот так. Все очень спонтанно, очень быстро, буквально за один день. Я просто подумала, что если я сейчас это не реализую, потом это как-то, забудется, может быть, я подумаю, нет, мне это не надо, и так и буду сидеть дома и заниматься своими учениками. Дарина, скажи, как ты отбирала преподавателей, какие качества тебе были важны? В первую очередь я хотела создать именно такую команду, которая будет, не просто, что тут учителя пришли, отработали, отвели свои группы и все. Мне было важно создать именно команду, именно профессионалов. В первую очередь я написала своим знакомым, в ком я на 100% уверена. Я знаю, что они очень крутые преподаватели, репетиторы. У них достаточный стаж работы, несмотря на их юный возраст. Знаю их личностные качества, кого-то вообще знаю с детства. То есть именно по такому принципу я вот и выбирала себе преподавателей. Мне было важно, чтобы это были люди не только профессионалы, но и очень добрые люди, очень искренние и очень любящие детей и свой предмет. Вот чтобы они смогли дать не просто знания, но и быть наставником даже по жизни, дать, может быть, какие-то советы, может быть, подростки, тем более, они же очень уязвимые, у них могут быть какие-то проблемы в школе с родителями, чтобы вот именно вот преподаватель был не просто как вот просто учитель, а больше как наставник. Скажи, были ли в твоей практике сложные ученики и как ты с ними работала? Да, конечно, у меня были сложные ученики, но их было очень мало. С ними, на самом деле, поначалу было очень сложно работать, но каждому ребенку все равно нужно найти свой подход. Опять же, дети, они не как взрослые, с ними намного проще работать. И у детей очень такая светлая энергетика. К любому ребенку, даже сложному, можно найти подход при желании. Важно не ругать его за что-то, не кричать на него, не говорить, что там ты ничего не знаешь, ты бездарность и так далее. Наоборот, дать ему уверенность. Сказать, ничего страшного, что у тебя тут не получается, я тебе помогу, подскажу, мы решим твою проблему, мы все сделаем классно. Вот, и именно вот с такими ребятами у меня даже были такие дети, которые, я, например, задаю что-то на дом, они этого не делают, они этого не учат. Я даже звоню родителям, на них это никак вот вообще, то есть они не воспринимают это. Но кого-то нужно даже не то чтобы поругать, но опять же сказать ребенку, что это нужно ему в первую очередь, а не мне, потому что ему нужны эти знания. И что моя задача дать ему эти знания. То есть я хочу ему передать свой опыт, можно так сказать. И дети, кстати, это понимают, они включаются в работу и ценят это, что ли. Они очень ценят очень ценят мягкость. Им
вот в школе, например, их ругают учителя, они приходят ко мне, я их могу пожалеть и выслушать, какие все учителя плохие, да, и сказать, что все будет хорошо, ты совсем справишься, да, я могу где-то подсказать, помочь. То есть я, в принципе, для своих учеников открыта 24/7, они мне могут и в 12 ночи написать, я помогу им решить их проблему. Поддержка. Да, самая главная поддержка. Вот. Потому что когда я сама готовилась к ЕГЭ, у меня первый репетитор по химии, она была очень жесткой и не давала мне вот этой вот поддержки какой-то. То есть у нее было все жестко, сухо и по факту. Вот. Она даже хотела от меня отказываться, потому что якобы я там не тяну. Вот. Но потом на моем пути встретились очень хорошие преподаватели, которые показали мне, то есть как действительно нужно относиться к детям, как нужно их учить. Подход. Вот, да, их подход, и я вот поняла, что я хочу преподавать. То есть я посмотрела на них, я думаю, блин, они такие классные, они так круто умеют с детьми взаимодействовать, вот я тоже так хочу. Вот, как-то вот так. Классно. Расскажи, как ты видишь будущее твоей школы спустя 5 лет? Спустя 5 лет это должна быть не просто школа, это, наверное, будет что-то масштабное, я так планирую. Думаю еще, получается, над вторым проектом, но это будет уже больше для малышей. Хочется тоже для них такое открыть что-то интересное, то, чего нет у нас в городе. Вот, и я знаю, что это очень... Я уже чувствую, что это залетит, это зайдет, потому что спрос есть, а вот именно вот такого нет. И родители хотят. Супер. Что тебе позволяет справиться с выгоранием или же перегрузом? Я очень люблю спонтанные поездки. Например, месяца 2 назад, наверное, может быть, даже чуть меньше, и мне показалось, что я очень сильно заработалась, и мы буквально одним днем решили всей семьей уехать в Архыз. Мы там были 2 дня, наверное, но это была такая классная перезагрузка. Это очень круто сменить локацию, сменить обстановку. Все просто там... Мы практически там не катались на лыжах, ничего такого не делали, но вот просто вот побыть в этой атмосфере, там, рядом с горами, покататься на лошадках, это уже дает сил. Если, например, где-то в Астрахани мне нужно срочно реанимироваться, я очень люблю сходить куда-нибудь на спа-процедурки, даже просто банально выйти, там, сходить в кино, например, или встретиться с подружкой. Тот же самый шопинг. Да, что-нибудь себе купить, и уже настроение такое заряжено на следующий рабочий день. Дарина, скажи, в чем будет уникальность твоей школы, что будет отличать ее от других? Уникальность нашей школы в том, что помимо базовых предметов у нас также будет родной язык, потому что дети в наше время, многие дети не знают родного языка. Да и взрослые, мне кажется, тоже. Да и взрослые, в принципе, тоже. Да, поэтому у нас будут и детские группы, и взрослые. Да, не знают родной язык, и мы как будто теряем свою идентичность. Вот. Ну, все знают, например, да, что мы нагайцы, ну, грубо говоря, ну и все, на этом все и заканчивается. То есть дети не знают, помимо родного языка, не знают своих традиций, не знают своих обычаев. То есть они, плюс они растут в интернациональном обществе, и все разговаривают на русском языке. У нас даже в школе был родной язык русский. Вот, поэтому... То есть, а здесь хочется вот именно вот это вот внедрить, чтобы дети и между собой общались на родном языке, и с родителями, и со старшими родственниками. Потому что, например, даже у нас в семье мы дома с родителями на родном языке не говорим. То есть родной язык — это где-то, ну, со старшим поколением, наверное, где-то, может быть, у родственников, у бабушек, у дедушек. Опять же, дети многие понимают, но не говорят. Взрослые могут сказать, допустим, не говори, потому что ты говоришь с акцентом, еще что-либо. И у детей вот это вот, ну, опять же, наверное, комплекс вырабатывается, и нужно
как это сказать, преодолеть, наверное, вот этот вот языковой барьер, который поможет наш учитель родного языка. Она тоже очень большая умничка. Готовятся сейчас, они рисуют, отрисовывают тетрадки, рабочие тетрадки для детей. То есть на родном языке это первая тетрадка, на ногайском языке такого нет. Такого нигде не делали. Вот. Мы хотим тоже запатентовать и уже, может быть, как выпускать, чтобы нагайцы живут уже не только в Астрахани, но и в Дагестане, в Чеченской республике, Карачаево-Черкесии. Многие сейчас уже живут на севере, в Москве. То есть разбросаны по России, можно так сказать. Вот, потому что учебники есть, но, опять же, учебники тоже старые. То есть это из 90-х годов, по которым учились еще наши родители. Вот. И девочки молодцы, потому что очень круто, что вот взялись за это дело, уже отрисовали, сделали карточки. То есть это алфавит, это цифры, цвета и, по-моему, что-то связанное с временами года. Честно говоря, не помню. Тоже мы хотим распечатать, заламинировать. Вот. Те же самые вот тетрадки. В общем, наши преподаватели активно готовятся. Плюс мы хотим делать как открытые уроки для родителей, для детей, приглашать каких-нибудь там деятелей, опять же, чтобы детей приобщать именно к культуре, чтобы им рассказывали, там, может быть, об истории народа, о традициях, чтобы вот для них. Опять же, можно устраивать, как у нас есть, например, джанибековские чтения ежегодные, можно устраивать среди детей, как День поэзии, например, тоже, чтобы они там учили стихи на родном языке, да, что-то такое. Можно тоже те же самые сценки устраивать. Вот. И опять же, самое главное, чтобы дети это практиковали не только на занятиях, но и с родителями дома. То есть тоже важно, чтобы родители вместе с ними, потому что занятия 2 раза в неделю. Но этого мало. Да, это очень мало. И нужно, чтобы они на постоянной основе общались между собой. Вот, как-то вот так. Очень интересно. Будет ли у вас в школе какая-то мотивационная система для учеников? Да, конечно. Я уже купила подарки. Купила подарки для малышей. У нас это будут у маленьких детишек звездочки, такие голографические наклейки. Для более старших это будут 5. Вот, они должны будут заработать свои 5, например, звездочек или 5 5, и потом могут подойти к администратору, либо это будет преподаватель выдавать. То есть это будут какие-то небольшие подарки. То есть я уже заказала там машинки для мальчиков, какой-то небольшой конструктор, для девочек там колечки, браслетики, вот эти вот сквиши сейчас модные есть у детей. Вот, то есть мне важно, да, чтобы дети старались, чтобы у них, может быть, была между собой такая здоровая конкуренция. Да, и опять же, это будет очень круто сказываться и на учебе тоже. Если бы не образование и не школа, то чем бы ты занималась? Я учусь на врача-стоматолога, и когда я еще училась в школе, мне хотелось стать непосредственно врачом, открыть в дальнейшем свою стоматологическую клинику, но я больше ушла в преподавание сейчас, развиваюсь в этом направлении, но я думаю, что в будущем, то есть, может быть, это будет не 2-й, а 3-й проект, это будет уже своя стоматология. Как тебе удается совмещать роль студентки медицинского университета, обучение и также открытие своей собственной школы? На самом деле это сложно, но сейчас я уже на 3-м курсе. В целом учиться в меди стало легче. Вот, уже у нас тем более сейчас идут циклы, мы учимся до обеда, и потом у меня весь день свободный. То есть я до этого все свое время уделяла своим ученикам. Сейчас уже, конечно, поменьше, я уже столько не беру, потому что вот в этом учебном году у меня было 22 ученика. То есть я работала буквально, наверное, по 7-8 часов в день. И в воскресенье это где-то 12-14 часов, наверное. То есть это друг за другом ученики.
И я, конечно, очень уставала, и лекции писала ночью. То есть это было, конечно, очень сложно. Сейчас полегче, сейчас меньше учеников, но, опять же, предстоит открытие. С учебой совмещать сложно, но, в принципе, возможно. Поэтому, я думаю, при желании можно успеть все. Какие бы советы ты дала тем, кто хочет открыть свою образовательную школу? Я бы посоветовала бы не бояться, в первую очередь. Как мне сказала моя мама, когда мы только планировали открыться, все упиралось в финансовую сторону. Она мне сказала так: ты, главное, делай, а деньги найдутся. Деньги нашлись. Действительно, да. Деньги нашлись. Мне очень хорошо помогли родственники. Опять же, вот это вот единство. Это вот наше национальное единство, так скажем. Это очень круто, что родственники помогают друг другу, что общаются друг с другом. Вот. Если кому-то, например, надо что-то открыть, какой-то, да, бизнес, у кого-то свадьба, все идут и помогают. Это очень круто, что все сплоченные. И, опять же, в этом тоже заложено же единство, как и название нашей школы. Вот. Поэтому самое главное просто делать. Главное делать, ничего не бояться, все получится. Идеально не будет. Даже когда я начинала работать репетитором, идеально не было. Но с каждым учеником ты совершенствуешься. Поэтому я думаю, что главное просто делать. Главное делать, и тогда все получится. Дарина, скажи, какие люди тебя окружают и какие качества ты в них ценишь? В первую очередь я ценю в людях доброту, человечность и искренность. Как бы банально это ни звучало, но мне кажется, это очень важно в первую очередь. То есть какая бы там красивая картинка бы ни была, да, какой бы там человек красивый не был, на самом деле это не важно. Важно то, какой он внутри, его личностные качества, вот, как он относится к людям. То есть это намного важнее для меня. Также я ценю в людях амбициозность. Мне очень нравятся люди, они меня очень вдохновляют. Вот именно те, которые постоянно что-то делают, которые не сидят на месте. Потому что я сама не могу сидеть на месте. Мне постоянно нужно какое-то движение, какие-то новые проекты, что-то куда-то нужно постоянно идти, бежать, что-то делать. И меня очень вдохновляют именно такие люди. И очень круто, что в моем окружении есть такие люди. Дарина, спасибо тебе за подкаст. Было интересно с тобой познакомиться, узнать о твоей школе. Всем спасибо за внимание. Буду ждать вас на нашем открытии 1 июня в 12:00 по адресу улица Кирова, 11. Следите за нашими новостями, подписывайтесь на наш Инстаграм. Будет интересно.